Студенты транспортного техникума четко следят за своим здоровьем. Работодатели требуют от будущих машинистов локомотивов железных дорог или поездов метрополитена здоровье почти как у космонавтов. Зрение, цветоощущение, слух – все должно быть стопроцентное. Отсутствие хронических заболеваний, нормальная работа сердца и многое другое. И никаких поблажек здесь быть не может, даже при острой нехватке работников. Лучше сократить количество поездов, чем допустить к управлению ими непригодного по здоровью человека. Поэтому студенты регулярно занимаются спортом, благо в учебном корпусе имеются просторные спортивные и тренажерные залы со всем требуемым инвентарем и оборудованием. А кто желает потягать штангу и после учебы, для тех круглосуточно работает тренажерный зал в здании общежития. Ребята ежегодно устраивают чемпионаты по комплексному соревнованию среди студентов, и каждый победитель вывешивает на стенах спортивного зала свой победный флаг с именами членов команды. Такая традиция заведена с самого открытия техникума. И какое же может быть здоровье без хорошего питания? Будущие железнодорожники и автомеханики с большим удовольствием посещают столовую техникума. Здесь за небольшую плату можно вкусно отобедать. На выбор и первые, и вторые блюда, десерт и, конечно, компот. После отобедов и отучившись на лекциях, ребята спешат в просторную и современную библиотеку, полную специализированной литературы по всем отраслям. Единственное, чего здесь и не найти, так это томика Хемингуэя или Гоголя. А вот энциклопедию железных дорог России, пожалуйста. Работаем мы в программе ABIS APA Global. И у нас есть вот станция самообслуживания самостоятельного. Студенты приходят и свободно выбирают свои книги, какие им нужны, и приходят вот через станцию, одалживают вот эти книги на один семестр. Лучше традиционной системы библиотекаря тем, что оно обслуживается быстрее. Когда освободится библиотекарь, ждать этого им не приходится это делать. Выдаем вот такие читательские билеты электронные, сами изготавливаем, сами делаем, и вот каждому первому курсу студентам выдаем на 3 года. Планируется, что в будущем техникум будет готовить кадры по 8 специальностям, откроются заочные отделения и начальная ступень профобразования. Спустя 3 года после обучения выпускники транспортного техникума с крепким здоровьем и большим желанием работать трудоустроятся в компанию «Железные дороги Якутии», а могут продолжить учебу и в высшем заведении или может найти работу в другом регионе России. Но поселок Нижний Бестях превращается в новый транспортно-логистический узел страны, и, соответственно, здесь нужны свои кадры. Несколько выпускников техникума уже работают помощниками машинистов и составителями поездов, дежурными на станции Нижний Бестях. Надежда Ефимова, Джулустан Трофимов, Нижний Бестях, специально для ЕСЯ.